Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и посмотрим такую тему, что мужчина наконец-таки осознал и понял о вас. Если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте на своего мужчину. Представьте его, назовите по имени, так и спросите: мой милый дорогой, что же наконец-таки ты понял, что осознал обо мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. И давайте посмотрим, что же ваш мужчина такого понял, осознал, что наконец-таки дошло. Так. А вот это интересно. Но мужчина тут щедрый на правду. Смотрите, говорит, что он был дурак, что туда-сюда бегал, что никак не мог определиться. Вот. Потратил очень много нервов ваших, своих, и потерял очень много времени. Вот так говорит, да, туда-сюда бегал, уходил, возвращался, думал, что-то передумывал, переигрывал, перестраивался. И вот теперь понимает, что это все было зря. Знаете, возможно, у этого мужчины помимо вас еще одна женщина была, которую он, скажем так, рассматривал на серьезные отношения, либо хотел, может быть, с этой женщиной серьезных отношений. Значит, что она его там очень сильно прищемила, да, бубенцы-то ему прищемила. Значит, показала ему истинное лицо, сказала ему, кто он, и что с ним будет, если он так себя будет вести. А вы в такой же ситуации наоборот, ручки открыли, говорили: иди ко мне, мой милый, я тебя пожалею, я тебе помогу, чем смогу. Человек понял, осознал, что вы женщина добрая, сердечная, открытая и абсолютно бескорыстная. Абсолютно. Знает, что если с ним приключится какая-то беда, какая-то большая неприятность, вы всегда будете ему рады. Вы всегда ему поможете, последнее отдадите. А если нужно будет, найдете. Если нужно будет, на край света за ним поедете, если он вас позовет. Либо даже если не позовет, все равно за ним поедете, потому что любите. Он осознал, что ваша любовь, она настолько ценная, настолько уникальная, настолько редкая, что это большое счастье. Большое счастье, что вы его так любите, что в его жизни есть вы. Вот, девочки. Здесь он сожалеет о потраченном времени и о том, что он вас в какой-то момент даже был готов предать. Вы уж простите, но говорю как есть. Там та другая, вот смотрите, какая она, да, вся из себя. Она его очень больно вот этим ножом рубанула и резанула. Значит, я не совсем тут хорошо понимаю, для чего он ей был нужен. Но то, что он ее теперь считает шкурой, это 100%. Вот прям может даже о ней так отзываться, да? Не подбирая слова, скажем так, да? Значит, разочаровался он в ней полностью. Может быть, она какая-то там более физически развитая, скажем так, да? Мужчины, они ж такие, они не вглубь, а на поверхность всегда смотрят. Но вот он теперь понял, что истина, что какашки, а что золото. Все он понял, все он осознал. Так, смотрите, что он еще понял о вас. Он понял, что с вами можно жить прекрасной жизнью и наслаждаться тем, что вы готовы ему дать. Я уж не знаю, насколько вы ресурсная дама, насколько вы готовы вкладываться в этого человека, либо что вы можете дать этому человеку. Это не только про материальное, это и про физическое, и это про душевное. Но ему очень это нравится. Вот он не встречал более ресурсных женщин и более щедрых женщин, чем вы. Здесь он так думает: Господи, да я ж буду жить, как кот в масле кататься. Она
она так добра, она так мила, что я могу, там, не знаю, там, прикинуться больным, либо там просто сказать, что я не хочу, и она мне позволит жить спокойно, наслаждаться жизнью. Он знает ваши слабые места. Он понял, в чем ваши слабые места, и вы только, девочки, не обижайтесь, но он может на них играть. А вы, конечно, понимаете, когда он это делает. И здесь, знаете, как он думает, что это ваше слабое место, а на самом деле это вы ему позволяете. Вы ему иногда позволяете дурить вас, либо как-то, ну, быть таким вот, да, как это слово, да, человеком легким, поверхностным, либо обманщиком, хитруганом каким-то, да, вы ему позволяете. Это такое, вы считаете, баловство с его стороны, но оно так и есть, вы все правильно видите. Кстати, вы этого человека насквозь видите, вы видите все его черточки, морщиночки, все его зажимы, комплексы, то есть знаете его как облупленного. И все, что вы о нем думаете, говорите, все это истина. Вы его знаете, кстати, лучше, чем его собственная родная мама. Вот так вот вы к нему прикипели, вот так вот вы в него проникли. Вы вообще женщина очень интересная. Вы для него, кстати, и есть как мама. Вы для него даже гораздо лучше, чем мама. То есть вы и любовница, и любимая, и еще и такая заботливая, как мама. Он поначалу вас сравнивал с другими женщинами. Поначалу. А теперь он понимает, что был просто ослом, что это было просто бред. Да? Нельзя сравнивать алмазы с камушками. Вот их просто нельзя. Вы настоящий алмаз, уникальный алмаз. А те все остальные это просто обычная там галька, да? Которая везде валяется. Сейчас он осознал, что если он вас потеряет, то это будет самая большая катастрофа его жизни. Это будет самое убийственное обстоятельства. Если он вас потеряет, он лишится просто-таки всего. Он лишится радости, он лишится любви, он лишится будущего. По крайней мере, он себе так об этом говорит. Этот человек, несмотря на свою природную лень и на какие-то свои особенности, есть у него. У кого-то мужчина любит выпивать, у кого-то любит общение, может быть, с друзьями, то есть быть вот такой душой компании. У кого-то мужчина с каким-то вот увлечением, да, каким-то, может, азартным даже увлечением. А несмотря на это все, этот человек, он готов, понимаете, он готов ради вас просто в один момент со всем этим проститься, да, со всем этим завязать. И да, может быть, у него и не получится в один момент, но вы его стимул. Для вас он будет стараться, для вас он будет действовать, для вас он будет активничать. Вы этого человека явно наполняете, и вы его продвигаете. Вот он заметил, да, последние особенно несколько недель, что-то происходит, что вы его поучаете, либо вы его как-то наставляете, либо вы что-то делаете. Может быть, вы и спорите все время, да, но вы его учите. Вот он полностью перенимает ваши слова, он полностью перенимает вашу манеру. Может быть, он сопротивляется вам, но когда вас нет рядом, он как вы. Он говорит вашими словами, он говорит вашими мыслями. И выдает, скажем так, ваше за свое. Ему иногда противно от того, что вы умнее, от того, что вы добрее, либо от того, что вы гораздо лучше, чем он. Но с другой стороны, он очень рад, что именно вы в его жизни. И он очень рад, что он может у вас обучаться. Либо он очень рад, что вы его стимулируете, что задаете ему вектор. Да, бодается, да, я вижу, что он противный. Но тем не менее, девочки, он знает, что благодаря вам он может очень серьезно продвинуться. И он может иметь какое-то очень стабильное, хорошее будущее. Знаете, он говорит, я с ней не пропаду. Я с ней не пропаду. Она любит меня, я люблю ее. Мы со всем можем справиться, мы все можем пережить. Но он это говорит сам себе. Когда вы вместе, он просто не может выдавить из себя этих слов. Стоит там, молчит себе тихонечко под нос. И надеется в глубине души, что вы все эти слова скажете, что ему не придется. У него на вас очень серьезные планы.
И смотрите как. Я тут не буду лукавить, я вам честно говорю. У этого человека представления о браке, о жизни вместе какие-то, ну, домостроевские, да, ему очень хочется быть прям мужик-мужик, чтобы женщина знала свое место. Но он понимает, что с вами так не получится, что вы навряд ли своим местом выберете только лишь кухню. Вы хозяйка жизни. То есть вас нельзя в какие-то рамки помещать. И он не знает, что с этим делать. С одной стороны, он, конечно, рад тому, что вы такая, а с другой стороны, ну, какая-то дурь, извините, у него в одном месте играет, которая ему все перебивает. Я вижу, что он настроен серьезно. Я вижу, что он вас выбирает, именно вас, для будущего, для жизни, для брака. Он, знаете, как думает, что вы идеально подходите на роль жены, на роль матери, на роль хозяйки дома. Но есть большое но. И это но у многих будет заключаться в том, что как-то его родня не очень хорошо к вам относится. И он этим пользуется, понимаете? Как-то этим пользуется. Он, когда это понял, что можно использовать, он прямо аж заулыбался. Девочки, мужчина все-таки ваш хитренький. Вот как хотите, он хитренький и может иногда играть на чувствах и на эмоциях. Когда он настоящий, вы всегда это видите, вы всегда это чувствуете. С вами он настоящим бывает так, знаете, ну, практически большинство, большую часть, да, времени. Но и когда у него начинаются вот эти вот его коники, противности, это его начинают переть, вы это тоже понимаете. Это вас, кстати, уже начало раздражать. Он видит, что вы раздражаетесь, и он немножко сбавляет этот градус, да, раздражения, потому что боится, что вы его сейчас выпрете, да, с одними трусишками куда-нибудь на мороз. И что он тогда будет делать? Тут, понимаете, он очень, кстати, заботливый. И заботливый он больше о себе, конечно. Девочки, мужчина, конечно, немножко эгоистичный, но при всем этом эгоизме он склонен к героическим поступкам. Я вас уверяю, вы еще не раз увидите, на что способен этот человек. Но, опять же таки, понимаете, что это время от времени с ним происходит, да, тяга к геройствам. Большую часть времени он все-таки самовлюбленный эгоист. Ну, вы это и сами уже знаете. Не рассчитывайте на какую-то активную помощь в семье, в доме. То есть он, как, знаете, думает, что нет, мужчина не должен по дому работать, ничего не должен делать. Это какой-то у него прям стереотип в голове сидит. Поэтому не рассчитывайте. Если будете заставлять, то он будет делать все специально плохо, чтобы в следующий раз вы уже его не заставляли. Ну а в целом, вот если посмотреть, да, и честно сказать на ваши отношения, ну они очень милые и очень перспективные. Знаете, придет время, когда вы будете принимать решение. Именно женщина будет принимать решение, что дальше делать, какой дальше дорогой идти. Дружить, общаться, либо все-таки жениться, быть вместе, либо, может быть, в принципе, порвать эти отношения. Но чтобы вы там не придумали, какое бы решение ни приняли, этот мужчина от вас уже никогда не отстанет. Мои дорогие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.